снова здравствуйте! Сегодня у нас выходной день, сегодня мы на рыбалку не поехали. На это есть три причины. Во-первых, это сильнейший ветер, который дует, волна просто огромная. Во-вторых, у меня сегодня воскресенье, семья дома, да, Генка? Приехали ко мне дети, жена приехала, семья. Сегодня у меня день семьи, домашний день. Ну и в-третьих, у меня попросили сделать обзор летней деревни. Осеннюю экскурсию по деревне мы сделали, а весеннюю мы не делали. Так что сегодня у нас весенняя экскурсия по деревне. Село Покча, которому в этом году будет 300 лет. Цветет черемуха, правда, с таким ветром все цветы, наверное, повылетают, но ничего. В основном она успела отцвести. Так что поехали кататься по деревне. Посмотрим село Покча, как выглядит весной. Поехали. Это у нас улица Рябиновая? Угу. Улица Рябиновая, на которой всего 3 или 4 дома. Дом у нашей тети Тамары. Бабушка живет уже в Троицке. Бабушка Тамара. Самая старшая сестра. Сестра моей матери. Вот наша Печора. Отсюда смотришь, волна как бы не сильно большая. А, это не северный же ветер у нас идет, получается, восточный ветер. Что, откуда? Сначала деревни начнем? А? Или что? Или поедем в конец сначала, а начало потом там проедем. Выехали на улицу Центральная. Везде черемуха, вся в цвету, уже отцветает, правда. Самый цимус был вчера, позавчера. Дождями, ветром все смыло. Серега приехал в гости. Здравствуйте, здравствуйте. Вот носельчане. Марина с Санькой тоже были здесь. Уехали, видать. Смотри, какие красивые тюльпаны. Сними. В деревне никого. Все ушли на фронт. Все занимаются домашними делами. Волна-то тоже большая. Наша река Печора. Вот у нас еще один дом. Дом моей бабушки. Вот он. Открытый. Так, ну сними лучше, как видно. Стоит на высоком берегу Печоры. Красота. Сейчас будем проезжать, смотри, еще сколько тюльпанов. Вообще красота.
конечно, намного веселее, чем было поздней осенью. Раньше здесь у нас еще один огород был, который мы забросили. Здесь сажали, вот где стоят сейчас дрова, здесь мы сажали 26 ведер картошки. Теперь все заросло бурьяном. Пока я был в командировке, все заросло. Восстановить уже ни времени, ни сил уже не хватает. Что, может, на луга съездим? Генка, поедем на луга, нет? Давай. Что, съездим на луга? А как же экскурсия по Покче? Ладно, прокатимся немножко. Посмотрим. Там, наверное, вообще-то дорога грязная, наверное. После половодья еще. Все равно у нас не довознет. Да? Да. Нас они рассылали везде, сможет поехать, где ты захочешь, папа. Наверное, даже по его дороге, где полно луж. Раньше здесь были совхозные поля. Выращивали зерносмесь, горох, овес. Потом это все в силосные ямы, заготавливали силос. Теперь все это 90-е годы совхоз рухнул. И вон уже какие здоровенные деревья. Вот сосны выросли, ивняк. 4-5 метров уже деревья выросли. После того, как совхоз рухнул, несколько лет еще после этого сено тут выкашивали. Потом все рухнуло. А вот здесь сейчас мы спускаемся. Местечко называется Буровая, потому что в 50-е годы здесь был целый поселок буровиков. Буровики искали нефть. Здесь у них стояли дома вот на этой площади. Покажи. Вот здесь вот площадь. Стояли дома, здесь стоял целый поселок. Было свое электричество. И что самое интересное, здесь был газ. Своего же или откуда он шел газ, был трубопровод, газопровод. И в 60-е годы, в 60-е или 50-е, не помню, здесь был газ. В Троицке он появился буквально пару лет назад. Потом нефть пошла с водой. И газ так. Может, туда не надо ехать? Ладно, посмотрим. Это дорога грязная. Ладно, проехали. Но все равно не довознет. Да? Ну тут лужи-то глубокие, Гена. Нефть пошла с водой. Может быть, оно и к лучшему. Буровые все залили бетоном. Опа, глубокая лужа. Залили бетоном. И все, на этом все свернули. Здесь была ГСМ совхозовская, стояли канистры с бензином, с солярой. Все тоже распилили на металл, увезли. Ничегошеньки здесь не осталось. Так, что у нас в этом году? Дорога в каком состоянии-то? Вроде бы ездит. Она все рушится и рушится весной, весенними ручьями. И вон, что получилось с дороги. Она вся рухнула просто. Теперь народ засыпает ее кто шифером, кто строительным хламом. Получилась вот такая канава года 2 назад. Раньше здесь была дорога на речку. Вон как все рухнуло. Покажу вам. Вон какой овраг получился с дороги. Это все весенними ручьями размыло. Нет теперь здесь дороги. Вон наша достопримечательность. Это Буровая. Искали нефть, пошла вода. И вот в течение сколько, 50 лет уже она выходит и выходит с недр земли и вытекает в Печору. Я не знаю, какой состав этой воды, но я не знаю, почему ее не остановили. Так она и хлещет уже полвека нескончаемым потоком. Это сколько же воды вот там? Получается, там должна быть пустота, это должно быть когда-нибудь рухнуть. Ну, не знаю.
Есть вода под землей, очень много воды. Или может специально так делали, чтобы вода вытекла, нефть осталась, не знаю для чего. Но вот этот фонтан поливают уже полвека. Поехали дальше. Вот это фонтан, тот фонтан. Да. Окчинский фонтан, да, Ген? Да. Мне самому хотелось узнать побольше о нашей почте. А здесь в 90-е годы стояла пилорама. Здесь вот предприниматель построил пилораму. Вот остался фундамент. И что самое интересное, это же не просто фундамент, это замурованная, так сказать, скважина. Ее залили бетоном, а потом нашелся какой-то умник, здесь построил пилораму. Этот бетонный корпус использовал как фундамент для пилорамы. Ну, потом это все свернулось, все убрали. И слава богу, а то бы сейчас, представляю, здесь бы так-то успели вон насрать вон. А, вот. Здесь стояла пилорама, вот она, вот фундамент, залитый бетоном. Бетоном залитая скважина, получается, искали нефть. И они здесь устроили пилораму. Вот это да. Ну и хорошо, что, а так бы сейчас здесь горы опилок, доски, горбыль, все бы лежало. Сейчас хоть более-менее чисто, все зарастает деревьями. Там у нас река Печора, сейчас, опа, воды еще много. Проезда там еще нет, пока еще вода не упала. Так что поедем по верху, по лесу. Там у нас первая дамба, где мы отмечали День рыбака. Гена, помнишь? Да, помню. Весело было? Да. Подожди. Мне понравилось сухой из моей выбор. А потому из моей. Потому что ты поймал, да, Генка? Конечно. Твою рыбу тому даже вкуснее. А ты какую рыбу поймал, Ген? А всякие. Ну, а первая рыба какая была? Это я уже не помню. Ёрш, окунь. Уха получилось. А дядя Витя какую рыбу поймал тогда? Большую, белую. Какую сейчас папа на продольнике Ты ловит? помнишь? Как рыба называется? Не помню название. Яйц. Вон тут первая дамба, да? Она еще под водой вся. Так что вода еще очень и очень большая. Может быть даже еще и луга залита. Может там еще не проехать туда будет. Папа, а ты помнишь, ты дал мне свою самую легкую удочку? А то я просто не смог держать тяжелую удочку. Поэтому ты дал мне самую легкую. Да. И у тебя все получилось. Так. А ты поставила тогда... Я понял. Значит, тогда выпадет, надо сначала маленькими вывозками, потом темнут, валить надо. Похуй на неё. Вот это море! Вот это лужа! Это не это настоящее море, а не лужа. Да, ну да. Она с болота вытекает. Сейчас проезжаем местечко Нячшор. В дословном переводе с коми это обозначает грязный ручей. В детстве я помню, вот там устье этого ручья недалеко, оно впадает в Печоры. Мы всегда по большой воде ловили ершей. Кстати, если сейчас прийти сюда с удочкой, Ген, можно наловить ершей на удочку здесь. Мы всегда ловили килограмма по 2, по 3 ершей. Ух ты, ох ты, ох ты, ох ты. А я туда не поеду. А дорога-то рухнула. Вот тебе, нате, сила, вся мандате. Ну-ка, дай-ка камеру. Дорога, которая ведет на сенокосные луга, друзья, рухнула. Ну, не совсем, чтобы так рухнуло, но это все затопляет, получается, половодьем. Здесь везде стоит вода.
И мы сюда, конечно же, пока не поедем. Мы сюда не поедем. Опа, стоять, тапочек, стоять. Потому что вот сюда, если провалиться, приятного будет мало. Вот такая вот небольшая преграда. Ну и ладно. Мы собирались вообще-то сделать экскурсию по Покче, а не за ее пределами. Сейчас просто я покажу еще начало наших лугов с выходом на Печору. Вот это Нячор, местечко называемое. Когда я был мелким, вот этих деревьев еще здесь не было. Здесь была лужайка полностью. И видно, Печору открывался. Это вон такие вот деревья выросли уже за 30 лет. Этого ничего не было. Осенью, в августе, здесь бывает уже, да и в конце июля, если дождливый год, на опушке вот здесь бывает, вырастают грибочки. Подосиновики белые, маслята. Вон кед растет. Скоро здесь все зарастет. О, все уже. Все заросло. Выход на луга. Там дальше начинаются луга. Ну вот, открываются луга дальше. Жалко, что не смогли дальше проехать, показать всю красоту наших лугов. Ну а там вот дальше начинается река Печора. Все идет Печора, Печора, Печора. Наша необъятная река. Ну а мы возвращаемся в деревню. И все-таки прокатимся по улицам нашего села. Ну вот мы опять въехали в деревню. Мы наблюдаем руины скотного двора. Ферму, так можно сказать. Здесь было две фермы большие. В одном были коровы. 200 голов, наверное, было здесь. В другом чуть дальше был телятник. Выращивали бычков на откорм. Процветало хозяйство. Вот где стоит фундамент, здесь была котельная, паровое отопление, все дела. Все работало, все функционировало. 5-е отделение совхоза Приуральских гремело, кормило весь. Не только оно, конечно, но возили сметану, молоко в райцентр, мясо. Народ был задействован. Все работали, все получали зарплату. В 90-е все это рухнуло. Зарастают поля, зарастают луга. Все рушится, как дрени-фени. Так, ну что, въезжаем в деревню. По центральной мы приехали. Поехали по Полевой. Улица Полевая, потому что это находится рядом с полями, я так понимаю. Вон, здоровенные поля. В скором времени это все зарастет и будут кусты и лес. Что-то на дачу хочется. На дачу хочется? Сейчас поедем. Сейчас прокатимся по весенней Покче. Тоже смотрю, огород забросил кто-то. Народ здесь живет своим хозяйством. Держат скотинку. Кто корову, кто лошадь. Этими живут. Так, попробуем здесь проехать. Сможем, не сможем? Конечно, сможем. У нас же не дорожнит. Ну, естественно, еще река, лес, это все кормит. Рыба, дичь, мясо. У нас супер внедорожник. Вон, развалили гараж, разобрали. На днях приезжали металлисты, увезли последний металлолом отсюда. Мне на дороге ехать стоя. Мое третье имя. Мое первое имя Дена. Второе это опасность. А третье это ехать по неровным дорогам стоя. Вышка МТС построили недавно. Теперь мы со связью. Раньше связи не было, только Ростелеком.
Вот колоночка, сейчас наберем водички попить. На селе у нас только 2 колонки. Одна возле садика, вторая здесь. Стоп. Не считая колодцев. Поехали дальше. Да нет. Ладно. Ладно, это не важно. Мы уже едем. Недавно еще здесь стоял гараж, практически целый. Все, разобрали. Хотя бы технически, а не платически. Здесь стояла электростанция, до 83 года вырабатывала электричество. По времени давали, как и в Скаляпе сейчас. С 83 года сухты провели провода, и теперь у нас электричество круглосуточно. Покажу новую больницу нашу. Единственное новое здание в деревне ФАП. Так, там по центрально проехались. Что, спустимся по этой улице. Сделаем кружок по Кулацкому. Вон здоровенный сельповский магазин тоже пустует уже сколько лет. Лет 20 точно, наверное, пустует. Магазин, пекарня. Все никому нафиг не надо. Хотя все было построено на года, чтобы все работало, все приносило пользу для людей, все рухнуло. А вы знаете, что туристы ближайшие родственники там динозавров? Знаете это? Курицы ближайшие родственники динозавров? Да, вы это знаете? Я нет, а ты откуда это знаешь? Из Пинтода. Ничего себе, вот это да, вот это новость. Так, ну что? Поехали дальше. Серега уже уехал, пока мы катались. Все эти двора из деревни у нас. Однако. Ну, это, скорее всего, в гости приехали из райцентра к дедушке, к бабушке. Вон и доченька наша. Не видно. Вон там возле школы с детьми играет. Лена, помаши рукой маме. Сельский дом культуры, бывшая школа. Здесь я учился в начальной школе 3 года. Правда? А этот садик. Я здесь, папа, успел еще в новом садике 1 год в старшей группу походить. В этот садик папа ходил. Сейчас это школа-сад, где учится 1 ребенок. Что, сад? Ну да. Вот это да. Вот бы. Так, ну что, к бабушке заедем в гости? Я сейчас хотел на дачу. Куда хотел? На дачу хотел. Вон впереди растут деревья, это вертолетная площадка. Отсюда меня забирали в армию на вертолете, так как осенью дорог не было. И пилот вертолета сделал прощальный круг над деревней. Было круто. Что круто? Ну, на вертолете в армию меня забирали до Троицка. Оттуда на самолете до Сыктывкара и призывался Ты в что? Сыктывкара. А ты в армии? А в армии погибали быстро. Потому что на войне и бомбы, и пулеметы, и танки быстро погибали на войне. Ну да. А чё калитка открытая, не понял? А? Ветром обсило. У бабушки. Надо закрыть, а то коровы зайдут. Вот зайдет корова, мама не потащится. Садись, папуля. Так, ладно, туда не будем ехать, уже там грязно. Вот вернемся здесь.
Ну тут хочется, это на душу хочется. Точно, у нас просто везде поедет. Такую машину не завтра по бездорожью, да? Такую машину по бездорожью не завтра, да? Вот семья-то бы точно бы застряла на таких дорогах, да? Это точно, Гена. Вот Так, что, по этой, если по бы той улице семья-то проедем? попала в одну лужу и сразу 3 застряла. улицы. А, да так сними просто, да и все, что нам по ним ездить. Это улица, эти 4 улицы, этот поселок построен в 90-е годы. Так называемый Кулацкий Вот, поселок. Дядя Витя здесь живет. Это мой дядя. С квадроциклом. Дядя с квадроциклом, да. Вон, 4 у моего улицы. двоюродного брата не та дросита, а мать дросита. Да, вон 4 улицы. Новые дома. Ну как новые? Уже 30 лет этим домам получается. О, кто-то у нас пришел в гости. Кто-то что-то. Борис, что ли? Если бы Вот мы и приехали практически. Выезжали мы с той стороны, приехали с этой стороны. Вот наш дом, дом моей матери. Мой родимый дом, где я родился, где я вырос. Дальше сделаем кружочек еще по деревне. И все-таки ветер ветром, волна волной. А попробуем все-таки, наверное, поймать мы живцов бредишком, если что получится. Сейчас посмотрим. Генка хочет на дачу съездить. Да, Гена? Да. Все, закончилась наша деревня. Крайний дом. Теперь поедем обратно. Справа дорога идет в Троицко-Печорск. 37 километров. Налево в деревню. Общий ветер вон какой. Всю пыль с дороги подметает. Вот она, наша Печора. Остров между Печорой, между Попчей и Русановым на реке вот остров. И вдоль этого острова у меня стоят продольники. Нормально, в принципе, волна не сильно-то и большая, наверное. Все-таки я поеду, да проверю, наверное. Потому что вечером обещали, кроме молнии, грозу. Еще? Вечером, да. Значит, если вам будет глаза и мама. Детские часы, да? Если вам будет дрон, да? Так, ну что, здесь мы уже катались. Если вам что, Пока дрон будет? выключаемся. Вот мы на нашей даче. Бабушкин дом. Пойдем на речку. Пойдем посмотрим. Чем дышит наша Печора. Вот здесь мы картошку где-то посадили. Вырастет картошка большая, прибольшая. Аккуратнее, не падай. А потом мы ее будем окучивать, а потом мы ее будем собирать. Да-да. О, у папы лодка уже на суше. Вон как мотосильно упала. Вчерашнего вечера вода просто упала. Ладно, друзья, на этом наша сегодняшняя экскурсия заканчивается, да, Гена? Вот так вот. Иди сюда, посмотри. Скажи пока зрителям канала Коми Рыбак. Покажите,
Да что ты, не-не-не. До свидания, друзья. Увидимся на рыбалке.